В условиях, когда столбик термометра упорно держится на высоких отметках, вода становится не просто комфортом, а жизненной необходимостью. Каждый литр на счету и отсутствие централизованного водоснабжения в такие дни превращается в настоящее испытание для семей, особенно с маленькими детьми или пожилыми людьми. В доме Ахриевых как раз именно такая ситуация. Как отмечают хозяева, из-за отсутствия воды им приходится постоянно закупаться ею в ближайших магазинах, а это не совсем выгодно, учитывая, что расход на нее довольно большой, особенно если ты живешь в частном домовладении. Машина спец-АТП при правительстве Ингушетии заполнила им колодец на 2 кубических метра. Такого объема воды, как правило, достаточно для всей семьи на срок до 2 недель, при условии умеренного использования на основные нужды, бытовые дела, приготовление пищи, а также поливку небольшого огорода. Однако стоит отметить, что если в хозяйстве есть домашний скот, требующий регулярного водопоя, этот объем природного ресурса будет расходоваться значительно быстрее, и его хватит на меньший срок, как и в соседнем доме на улице Базоркина. Я он хотишь гигастун ди хиден дро. Привет, химер атту. هنقول ما خدي مو يلي كوت مش دوقيسة إيش حق اللي يوكش استخدم خيدن ده كودج لك تتصخي ده هيك أنت دوار تشادي داش اللي اشتري ده تو أخي تجيني دي مشن صار ده يدير واخ يدير ده باك تساي خاير باك تيقيش اشتوشت. Как только вода в колодце закончится, жители должны сами обратиться в мэрию города с заявкой на повторный подвоз, а не ждать решения извне, как это делают многие. Ведь проблема с водоснабжением не нова для некоторых городов и сел, где изношенность водопроводных сетей или недостаточная мощность насосных станций периодически приводит к снижению давления или полному прекращению подачи воды. По поручению властей региона для ее подвоза задействованы специальные водовозы-машины, способные вмещать до 4 кубических метров питьевой воды. Эти транспортные средства, оснащенные необходимым оборудованием для безопасной транспортировки, ежедневно курсируют по улицам города. У нас вот за последние 3 недели ежедневно осуществляется подвоз воды, но в день бывает у нас от 7 до 15 адресов, которые дают заявку. Но если говорить в объемах, не у всех есть резервуары для накопления воды там и так далее. Но в основном там собирают и в бачках, в канистрах и так далее. И объем бывает зачастую там не совсем большой, 200-300 литров на адрес. И, соответственно, заявки повторяются через день, через два. Ну, на эти адреса мы доставляем воду. Если говорить суточный объем, то это около 12 тонн воду мы по адресно разводим. Эффективность использования воды во многом зависит от рациональности потребления. К сожалению, наблюдается, что некоторые жители не всегда экономно ее расходуют. Излишний полив обширных участков, неэкономное использование для мытья транспорта или других не первоочередных нужд приводит к тому, что драгоценный ресурс расходуется впустую. Это подчеркивает важность ответственного отношения к воде, особенно в условиях ее дефицита. В ночное время вода идет. Почему это происходит? Потому что водоразбор уменьшается, население, многие там выключают краны там, и так далее, и система начинает, соответственно, наполняться, и до всех абонентов вода доводится. Но как только начинается огромный объем водоразбора воды, вот, по данным единого регионального оператора, вот, на город Карабулак суточно подается в 1,5 раза больше объем воды, чем предусмотрено по нормативу на население. Соответственно, приходим к такому мнению, что водоразбор у нас идет колоссально. Конечно, подвоз воды – это лишь временная мера, направленная на смягчение последствий текущей проблемы. Власти Ингушетии осознают, что для радикального решения вопроса с водоснабжением необходимы долгосрочные инвестиции и масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Уже разрабатываются планы по ремонту и замене изношенных водопроводных сетей, улучшению систем водоочистки и увеличению мощности насосных станций, чтобы в будущем обеспечить стабильное и бесперебойное водоснабжение для всех жителей субъекта, независимо от сезона. Мадина Цора, Абдулла Тангиев, Магаз 24.